открылась новая гостиница «Юлбарс» на берегу реки Белой, в красивейшем месте Республики Башкортостан, в 35 километрах от легендарной Каповой пещеры. Комфортабельные номера от стандарт до люкс-класса. Проведение свадеб и банкетов до 150 человек. Подробности по телефону 8 927 926 33 33. Вы не перестаете восхищаться чудесами нашей природы, в которых оживают легенды и предания? Вы готовы посетить эти прекрасные места нашей республики самостоятельно или же с командой следопыта? Так вот, друзья, мы вам предлагаем это делать вместе с нами. Почему? Потому что мы вам не только покажем, как посещать эти места, но и расскажем, как бывать там безопасно для жизни. Здравствуйте! Сегодня мы находимся в нашем прекрасном Бурзянском районе. А пригласил нас сюда наш давний друг. Зовут его Артур Марсович Юлбарисов. Еще раз приветствую, Артур. Доехали мы нормально. Приехали мы, друзья, вчера к вот такому радушному хозяину, который является хозяином вот такой прекрасной гостиницы. Что вы еще предлагаете нашим туристам? Конечно же, мы предлагаем и проживание в комфортабельных номерах, стандарт, бизнес, люкс-класс. Вот даже можете увидеть треугольнички, да, это наши люкс-номера. Угу. Вот, есть двухместные, трехместные, шестиместные номера. Естественно же, и помимо проживания мы организуем питание великолепное. Традиционно башкирскую кухню. Именно башкирскую? Башкирскую. Ну, а скажем, приедут европейцы, они могут поесть европейскую кухню? Можем, если это есть необходимость, можем приготовить. Но все продукты экологически чистые, местного производства. Бурзянская еда, да? То есть конина, так уж конина, которая выросла на нашем ковыле, да? Да. Кумыс. Кумыс. Есть кумыс? Даже рыба из реки. Из белой? Из белой, да. Экологически чистая рыба получается. Да. Ага. Также у нас есть и банкетные залы. Можно провести свадьбу. Есть конференц-зал для того, чтобы конференции провести. Сегодня, Булат, я тебе хочу предложить новый маршрут. То есть сплав по реке Белой от Старосубхангулова до деревни Максютова. Уже по Юмагузинскому водохранилищу на катере до дамбы Юмагузинского водохранилища. Где находится наша турбаза «Башкирская деревня», второй наш объект. Да. Там вы сможете уже после маршрута передохнуть. Интересно. То есть всегда маршрут, он пролегал по Белой до Максютова. Там уже транспорт забирал туристов со сплава. Да. А мы теперь пересаживаемся там, видимо, на катер. И 70 километров до дамбы плывем на катере. Прекрасно. Ну что, маршрут обозначен, друзья. Артур Юлбарисов, управляющий гостиницей «Юлбарс», Бурзянский район, Республики Башкортостан. Поехали, Артур. Я, к сожалению, вынужден остаться, потому что сегодня приезжает группа из Германии и из Австрии. Вас поведет Урал Халиуллин, Капово Тур. Урал Халиуллин, генеральный директор туристической фирмы «Капово Тур», Бурзянский район, Республики Башкортостан. О, Урал! 100 лет, как мы уже с тобой не виделись. Привет. Привет, дорогой. Хальдар. Ничего? Хорошо. Артур говорит, с тобой сегодня плывем? Да, время терять не будем. Как водичка, главное. Теплая? Вода теплая, полноводная. В общем, она готова принять туристов. Купаться будем? Конечно же. Откроем купальный сезон или нет? Да, обязательно. Ну что, друзья, вперед! Так, вот наш Ильсур, инструктор. Очень приятно. Привет, Ильсур. Вместе поплывем, да? Да. Хорошо. Так. Упора нельзя. Хорошо. Отлично. Ты прям вот по размеру подобрал. Ну все, поехали. Вперед садись. Хопа. Хорошо. Итак, друзья, мы с вами отплыли от гостиницы. Перед ней вот прекрасная такая треугольная скала, видите, за нами, да? Дальше мы плывем по реке Белой, минуем Старосубхангулова. И докуда, Урал? Сейчас плывем 8 километров до скал Три Брата. Напротив нее останавливаемся на обед. И там будет стоянка именно Капово Тур фирмы, да, ваша? Наша оборудованная стоянка от Капово Тур, где имеются столы, костровики с навесом, туалеты. Все оборудовано. Прекрасно. Ну что, друзья, путешествие началось. Давайте с нами.
Тут что-то жарко, Булат. Сниму-ка я спас-жилет. Я давно снял уже, слушай. Так, вот, Булат, первая скала, первый брат. А, это вот 3 брата, которые ты говорил, да? Да, да, мы подплываем именно к этим скалам. Про Ага. них есть небольшая история. В начале 18 века на Южном Урале начали строить медиплавильные, железоплавильные заводы. Других дорог в то время не было. Железо сплавляли на баржах по реке Белая. При Кагинском, Авзянском, Музянском заводе была своя плотина. И по высокой весенней воде вот эти вот груженные баржи шли по реке Белая. На баржах были большие железные болванки, якоря. Большие якоря постоянно волочились за этими баржами, а малые якоря сбрасывались при приближении на поворот. То есть тем самым управлялся такая вот баржа. Это первая стоянка, да, после отплытия, да, Урал? Я так Да, понимаю. это наша первая стоянка, оборудованная, которая называется «Три брата». 3 брата, как раз вот под скалой 3 брата. Вот, друзья, смотрите, первый брат, второй брат и третий брат получается, да? Да, это 3 очень скалы. удобное место для остановки для наших туристов. То есть красивое место, во-первых, очень хороший пляж, песчаное дно. Так, Рядом есть родник для того, чтобы набрать воды. ага. То есть все, что нужно. Все условия. Стоянки, все условия тут есть. Угу. А да, познакомимся, что за туристы здесь плавают. Пошли? Давайте. Подойдем, идемте, друзья. Здравствуйте. Тоже туристы? Приветствую. Очень приятно. А кто здесь? О, алло. Добрый день. Это кто приехал? У нас приехали из Австрии и Приветствую. О, Германии туроператор и представитель средств массовой информации. вы тоже сплавляетесь сегодня? Да, вот у нас сегодня первый день сплава был. Все очень нравятся, всем в восторге. Угу. Думаю, что они захотят еще не один раз приезжать в нашу республику. Вам нравится здесь? Do you like it? Do you like the rafting? Yes, yes, Yes? very nice, very nice. Вы не устали от Старосубхангулова до сюда доплыть? Are you tired from rafting from Subhangolo right here, or is it okay? It's okay, it's okay. Дальше хотите плыть? Do you want to have a rafting further? Yes, yes. Yes, it's okay. Yes. Понятно. То есть получается, смотри, да, Урал, все-таки развитие туризма-то продолжается. Если раньше мы ездили к ним, в австрийские Альпы, да, на горнолыжные курорты, сейчас они к нам пошли, Да, получается, да? да. То есть не только наши туристы сплавляются здесь по Белой, но и вот даже немецкие, Да, у нас наши ежегодно австрийские друзья. бывает очень много немцев, то есть это немцы самый путешествующий народ. Yeah, we have national parks too, but there's not so much wide open space. Everything is smaller. You know, we have the Alps, and everything is small, and here everything is big and wide. It's so beautiful. You know, it's different to Austria. Austria is a small country. Вы знаете, Австрия у нас 2 раза по площади меньше даже, чем Республика Башкортостан. У нас есть свои национальные парки, но вот такой вот им нетронутой, единственной дикой природы у нас очень мало осталось. Все охраняется, но именно вот так в первозданном виде места они очень локальные, маленькие. А у вас же все тут настолько огромное, большие территории занимает природа нетронутая, первозданная. Видимо, они поэтому и относятся так ревностно к своей природе, что ее осталось нетронуто очень мало. А мы, у нас пока все хорошо, много, поэтому мы можем пока еще себе позволить побезобразничать. Но пора уже это дело. Есть! Ага. Ну-ка. А, Кто, Голавль, нет? это наш инструктор Ильсур. Ильсур и рыбак, да? Инструктор и рыбак. Смотри-ка. С рождения. Что за рыба? Голавль. А самый крупный здесь какой голавль клюет? Вот ты ловил самый. Где-то килограмм 3, наверное. 3? Ну покажи. Ты можешь это, показать? это какой будет? Здесь? До плеч? Вот такой? Не, Меньше, да? Ага. На что рыбачим? на тесто. На тесто? Вот, смотрите, друзья. Вот маленький такой вот тройничок, видите, вот. Вот тесто, конечно, изжеванное, вон оно.
А тесто простое или с чем-то какой-то есть секрет? Не, ничего нету. Ничего нету? Нету. У головля настолько крупный рот, что даже вот такой тройник вмещается, да? Так, вот, Була, смотри, сколько у нас Ну-ка. инсурт наловил. Ну-ка, покажи. рыба. Ого! Ого, какая Вот одни рыбка-то! головли, большие, крупные. Хорошая рыба. Хороший у нас сегодня улов все-таки. Фирменные блюда есть? Да, конечно. У бурзянцев. Все, у сплавщиков. как в походных условиях мы готовим рыбу. Для того, чтобы вести эти груженные металлом баржи, нужен был для лоцманов знать каждый камень реки, то есть насколько тяжело было вести эти баржи. И вот некоторые баржи сталкивались со скалами и тонули. И вот на одной барке были 3 брата. Эта барка столкнулась со скалой, и после этого эти скалы получают название 3 брата. То есть эти братья погибли, что ли? Да, эти братья погибли. Лоцманы они были, да? Да, очень опытные лоцманы были, но тем не менее они утонули и погибли. И в честь них скалы были названы скалами 3 брата. Вот эти вот 3 брата именно здесь потонули, да? Да, да, да. Здесь Именно разбилась вот здесь. барка? Да. Представьте себе огромные глыбы льда, которые плывут сюда. И на этом повороте сталкиваются вот с этой скалой. И она вся обтесана вот этими льдинами, которые сюда ударяются. И они вот прямо аж выгладили вот такую вот твердую породу. И уровень воды, вот посмотрите, докуда аж. Вот уровень воды поднимается. Вот, где-то вот над сегодняшним уровнем метра, наверное, 3. До Старого Субхангулова сколько здесь километров? Километров отсюда 12. Ну, по реке. слышно? Слышно грохот, который здесь весной стоит от льдин? Конечно, во время ледохода стоит сплошной грохот. На протяжении примерно 100 метров вот этот вот берег, вот этот камень, он весь отшлифован, как полированный прямо. Такие красивые места бушевания стихии весенней вы можете встретить, проплывая на сплаве по реке Белой, друзья. Вот, Була, смотри. Скала у нас впереди очень красивая. Название у него Езоруташ, что в переводе это означает скала кулак. В очертаниях этой скалы можно действительно увидеть кулак. Вот. Ты имеешь в виду кулак и вот эти вот вершинки, да? Да, вот? да, да. Бытует мнение местного населения, что это кулак самого Урала-Батыра. Ого! Когда он сражается с дивами, выпивает он воду из подземного Шурганташа, и все дивы оказываются внутри Урал-Батыры и изгрызают его, и Изнутри. Урал-Батыр умирает. Вместо того, чтобы себе принять живую воду, он брызнул, как бы отдал людям. И чтобы он люди умирает, жили. и как бы одна рука Осталось вот в этом положении, да? И вот это вот огромный кулак Урал-Батыра, да? Да. Какая интересная история. Эпос-то живет, Живет, легенда-то живет в народе.
Друзья, бывая на сплаве по реке Белой, от Старосубхангулова вы на первую стоянку все равно попадете на туристическую базу Каповых Тур. И вас здесь встретит повар Лилия Фаттахова. Друзья, на кухне не нашлось моего размера вот таких вот фартуков и чепчиков, поэтому вы уж меня простите, походные условия, буду вот в такой женской одежде. На всю Башкирию известна ее бишбармак. Лилия Фаттахова, житель деревни Миндигулова Бурзянского района Республики Башкортостан. Научи меня, пожалуйста, как готовится ваш фирменный капово-турский, назовем его бишбармак. Из чего он состоит? Главное, берется мясо конина молодая. Ага, это вот то, что вот сейчас ты сварила, да? Да. Ох. Делаем тесто. Ну ты уже, я смотрю, раскатала без меня его. В муку кладется 3 яйца, Так. соль по вкусу и чайной ложкой подсолнечного масла. А все-таки подсолнечное масло. Да. Да. Потом раскатывается, Потом раскатывается тесто тоненькими такими. И Вот толщина, смотрите какая. режем такими кусками. А почему ромбиком? Бишбармак же едят руками. Вот так хватает, чтобы удобно было. То есть вы его берете, сминаете, вот он получился. И потом в рот, да? Да. Понятно. Если я что-то неправильно делаю, ты меня, пожалуйста, научи. Останови, хорошо? Ладно. Раз. Ну-ка, я сейчас вот так вот приложу. 2. Опять эту же толщину. 3. Вот так? Не так. Как? Покажи, пожалуйста, мне. А вот, как. Стой. Дальше я сам. Подожди. Вот они, ромбики. Хоп. Хоп. Ну, конечно, не так ровно, как у Лилии, друзья, но все равно ромбики мои тоже, по-моему, вполне съедобные получились. Посмотрите. Ну, ничего. Что еще нужно для бишбармака твоего фирменного? Для бишбармака еще нужна картошка. Рассыпается и просто во рту тает картошка. Сейчас режем мясо кусками. Таким образом. Понятно, все. Не женское это дело. Мясо резать, так же, как хлеб. Позволь это сделать мужчине. Так, я пока режу мясо, ты мне расскажи, пожалуйста, в чем еще секрет твоего фирменного бишбармака? Я пока режу морковь. А морковь просто в воде сварена или что? Морковь в бульоне сварена. В самом же бульоне? Да. То есть, друзья, когда, получается, мясо варится, да? Отпускаем. В этом же бульоне варится морковь. Морковка. Это интересно, это надо запомнить. Так, хорошо. Дальше. Это мы дорезаем? Да, эту морковку дорезаем. тоже. То есть ты складываешь это очень красиво. Сюда кладем картошку. Вот так. Лук режем кольцами. Кольцами? Да. Крупными, я так понимаю, да? Вот они, вот крупные кольца. Так. Это колечки на мясо. Вот так разламываю, да, получается? Вверх положи. Вот так вот. Чем больше ингредиентов кладется в это блюдо, тем запах становится еще вкуснее. И слюнки уже у меня текут. Тем более после такого сплава хочется поесть. хватит. Есть. Так, дальше что? Дальше украсим морковкой. Как? Вот таким образом. Так. Чтобы получилось красиво. Я тебе тоже помогу. Дальше нальем бульона немного. Вот прямо сверху, да, я так понимаю? Да. Аромат-то, Всё, друзья. хватит. Все? Ой, все. Я больше не могу ждать. Потом украсим зеленью. Ты меня скоро точно вот утомишь. Слушай, я сейчас слюной зайду. Еще зеленью будем украшать? Да. Ну, давай, украшай. Украшай зелень. Можно я с краешку, пока вот это вот хотя бы вот возьму съем? Можно. Можно?
Положи морковку, 2-3 штуки. 2, предположим. Так, Положи картошку. картошку. Сюда же вошел у меня вот лук, да? Кусок куска мяса. Куски вот мяса. Я, конечно, как мужик все это дело уже поронял. Нальем сюда бульон. Так. Со дна, сверху? Сверху. Сверху. Рядом. Так, В конце положим по вкусу корот. так, крот. Положил. Вот у нас бульон стал таким мутноватым. Так, так. Друзья, вот чувствую, что это бешбармак отличается от тех, которые я ел раньше. У каждого повара свой бешбармак, друзья. Приезжайте на туристическую базу Капова Тур, и вот такой вот бешбармак от повара Лили вы сможете отведать. Ну вот, друзья, настал второй день нашего путешествия по туристическому маршруту вместе с турфирмой Капова Тур. Вчера мы с вами проехали, напоминаю, друзья, от Старосубхангулова до деревни Мендигулово, да, ведь, Урал? Мендигулово. Вот, переночевали в такой шикарной туристической базе, поели с вами, ну, просто великолепный бешбармак. Вот, погода шепчет, солнышко, тепло. Дальше мы плывем до Каповой пещеры. Что нас впереди ожидает? Ну, сами все увидите. Вперед, друзья! Ну вот, друзья, смотрите, мы не успели от нашего лагеря отплыть буквально километр. Я заметил выход бобра на берег. Настолько дикая природа, что здесь бобров полно, наверное, да, Урал? Да, да. Вон все деревья вон покоцаны, видите, вон. Вот. Заготовки на зиму тоже они делали. Вот, смотрите. Вот четкие следы бобра, выход. Задняя лапа, вот она вот. Они исцарапали, вон, видите, вот этот вот берег. Видимо, где-то у него есть еще заготовленные деревья, сучки, и он туда ходит. Вон тропа уходит направо, он по диагонали налево, здесь вот прямо наверх уходит. То есть природа дикая, друзья, дикая. И, конечно, бобра вы здесь не увидите во время сплава, наверняка. Но если очень повезет, тихонько посидите на берегу, может быть, кому-то и повезет. Мы находимся рядом со скалой Семь сестер. Про нее есть легенда. У Семи сестер мужья ушли на войну. Каждый день эти сестры выходили на берег реки и ждали, когда же вернутся мужья. И настолько долго ждали, что они превратились в эти камни. В честь этих очень красивых скал. Вернее, наверное, в честь этих красивых сестер. Да, красивых сестер. И местные башкиры назвали эти скалы Семь сестер. Я смотрю, вон нас еще одна группа туристов догоняет. Да, поплыли. Поплыли. Открылась новая гостиница «Юлбарс» на берегу реки Белой, в красивейшем месте республики Башкортостан, в 35 километрах от легендарной Каповой пещеры. Комфортабельные номера от стандарт до люкс-класса. Проведение свадеб и банкетов до 150 человек. Подробности по телефону 8 927 926 33 33.